Доброе утро, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас. Вы смотрите «Город женщин». Ну вот и позади все новогодние рождественские праздники. И, конечно же, в городе женщин вновь кипит жизнь. Сегодня мы поговорим в нашем эфире о том, что же делает людей счастливее. Для кого-то это хобби, для кого-то это увлечение, кто-то занимается активным образом жизни, ну а кто-то изучает культуру различных стран, а кто-то просто увлеченно работает и получает от этого массу удовольствий. И мы начинаем. Итак, мы начинаем наш эфир, и сегодня, знаете, вот не зря я вспомнила про Новый год, ведь действительно мы все отходим от новогодних праздников и рождественских праздников, ну а для кого-то, наоборот, начинается самая активная работа, ведь они готовятся встретить восточный Новый год. А как он пройдет в нашей столице, мы узнаем прямо сейчас, и для этого мы пригласили нашего гостя. Это Ольга Аргунова. Ольга является ведущим специалистом художественно-постановочного отдела Дома дружбы народов. Здравствуйте. Доброе утро, Дарья. Ольга, ну, конечно, вот восточный Новый год для многих, наверное, жителей Якутии это вот какая-то такая диковинка, но она вызывает огромный интерес у жителей и гостей нашей столицы. Вот расскажите, пожалуйста, как Дом дружбы народов проводит это мероприятие в этом году? Да, действительно, Дарья, Новый год вообще интернациональный праздник, и в разных странах его встречают по-своему, да. У нас в Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского 25 января пройдет Восточный Новый год, который мы уже проводим второй раз. Второй раз. Да. То есть в прошлом году уже опыт был? Был. Было очень интересно, было очень много зрителей, и он получил очень много откликов и положительных отзывов. И поэтому в этом году решили обязательно повторить. Мы решили не пресекать традиции, тоже решили продолжить как бы во второй раз. Ну хорошо, вот тогда такой вопрос. Все-таки про наш классический Новый год мы знаем определенную дату, 31 декабря, и прям целый год практически готовимся к этому мероприятию. Восточный Новый год по календарю какого числа отмечают? Восточный Новый год отмечается по китайскому календарю, но даты празднования варьируются по-разному. Допустим, по лунному календарю. В прошлом году его отмечали 10 февраля, а в этом году 25 января он будет отмечаться. Да? Ну, почему мы решили сделать этот проект? Потому что история стран Восточной Азии сама по себе очень интересна, очень обширна, да, очень древняя такая у них традиция и культура. И поэтому мы решили познакомить наших зрителей с их традициями и обычаями этих стран. В самой программе, значит, программа сама очень интересная. Мы не только будем показывать концерт, с 2 часов у нас будет проходить выставка-продажа, где будут продавать корейскую косметику, какие-то... То есть у вас такое, знаете, да, еще можно приобрести что-нибудь, обязательно, да, с 2 часов, да. Потом как бы с 3 часов у нас будет проходить мастер-классы. Мастер-класс по каллиграфии. Каллиграфия – это тоже такое древнее искусство, очень красиво писать. А этим как бы славятся страны вот эти вот Азии, да? То есть вы еще так окунаете, да, полностью в культуру, да. еще и попробовать можно. Познавательный такой экскурс будет в эти страны, да? Вот, извините, пожалуйста, что перебиваю, Ольга, вот, у меня задаюсь вопросом я. Как вы думаете, почему именно вот нашему менталитету так интересно изучить вот культуру именно Азии? Но мне кажется, любая страна, любая вообще культура, любому человеку все равно интересна. Мы же выезжаем в разные страны, да, и всегда все интересно бывает. Ну, то есть, вот, имея опыт все-таки проведения этого мероприятия, вот вы говорите, отзывов было очень много, да, у людей? Если сравнивать с прошлым годом, что больше всего вот поразило зрителей именно в прошлом Восточном году? Самым таким ярким и запоминающимся событием, да, все-таки является чайная церемония. Чайная церемония – это очень такое таинственное какое-то событие, да, об этом мы поговорим чуть позже. Вот так вот, так что оставайтесь с нами, дорогие телезрители, чуть позже мы узнаем все о чайной церемонии в Китае. Ну и продолжая все-таки вот тему Восточного Нового года, вот скажите, пожалуйста, все-таки для нас очень сложно организовать подобные мероприятия, потому что, да, у нас очень много есть с кем поговорить, да, но сложно вот все это собрать воедино, да. Вы примерно знаете, сколько человек будет задействовано на этом мероприятии?
Да, в самом проекте будет задействовано очень много людей, да. В самом шоу-концерте также будут участвовать танцевальные коллективы нашего города, звезды якутской эстрады. В мастер-классах тоже будут задействованы очень много людей. И, конечно, организовать это целое дело получается, да. Но над этим трудится, как говорится, не один человек, а целая дружная творческая команда Дома дружбы народов. То есть нас ждет полностью, значит, такое, как правильно вы сказали, экскурс, да, в культуру, в традиции, В да, в обычаи, обычаи да. именно азиатских стран. Верно. Хорошо, значит, какого числа мы отмечаем Восточный Новый год? В этом году, в 2020 году, 25 января. 25 января. Хорошо, ну то есть мы вот призываем всех телезрителей, вот обратите внимание, насколько красочно и красиво проходит Восточный Новый год. Поэтому, если вдруг вы еще не насытились праздниками, мы приглашаем вас 25 числа окунуться в эту атмосферу. И действительно очень интересно, красиво и насыщенно, красочно проходит. Ну а мы, забегая вперед, хотелось бы вам сообщить, что мы сегодня познакомимся с прекрасной юной девушкой, которая приехала к нам из далекого Китая. И, конечно же, мы с вами узнаем, как же проходит настоящая китайская церемония. Ну а прямо сейчас хотелось бы вас окунуть в историю Китая. И, внимание, на экран интересные факты об этой потрясающей стране. Самое время отправиться в маленькое путешествие в Китай и узнать о нем несколько интересных фактов. Китай по своей площади занимает 3-е место, а Шанхай и Пекин – самые большие города по численности населения. Китай граничит с 14 странами, а его берега омываются 4 морями. Климат тут очень разнообразный. Есть как субарктика, так и тропики. Как известно, именно в Китае самая высокая численность населения. Внимание, более 1 миллиарда жителей. Для регулирования рождаемости правительство страны приняло закон о том, что в семье не должно быть больше 1 ребенка. Из-за этого китайцы самая быстро стареющая страна. Именно по этой причине закон отменили несколько лет назад. В Китае проживает 55 различных народов, которые разговаривают на 206 языках. Поэтому китайцы из разных регионов могут просто не понимать друг друга. И это вполне себе нормально. В китайском языке более 80 тысяч иероглифов, но образованный китаец, который закончил университет, знает примерно 5000 иероглифов. Кстати, китайская цивилизация древнейшая в мире, которая имела письменность. А в провинции Сычуань были обнаружены останки динозавров, в том числе и 4-крылый терапод, переходный ящер между динозаврами и птицами. Великая китайская стена когда-то была длиной 8800 километров, однако до наших дней дошла только ее часть, это 2400 километров. Акупунктура – это лечение иглами, появилась именно в Китае более 500 лет назад. Китайский календарь самый старый в мире. Он появился в 2600 году до нашей эры и основывается на лунном цикле. Именно в Китае изобрели бумагу, порох, компас и печатную машинку. Также некоторые исследователи утверждают, что в стране изобрели колесо, но это не точно. Вот такие вот интересные факты о Китае. Спасибо большое за прекрасный сюжет. Действительно, о такой стране, как Китай, можно говорить, наверное, часами. Но сегодня мы, пользуясь случаем, хотим познакомить вас с чайной церемонией, с традиционной китайской чайной церемонией, и неспроста. Ведь совсем скоро в Якутске пройдет мероприятие, это Восточный Новый год, и сегодня мы говорим вот именно об этом мероприятии. И к нам в студию пришли Мария Пудова. Мария является директором школы восточных языков, а также студентка ФЛФС ФФУ. Это Сяо Яо. Добро пожаловать в город женщин. Здравствуйте. Ну что, конечно, первый вопрос, наверное, хотелось бы задать Сяо Яо. Добро пожаловать к нам. Скажи, пожалуйста, как давно ты учишься в Якутске? Я учился в ФАИ. ФАИ. Сколько уже? Уже 2 года. 2 года учишься? Да. Молодец. Ты очень хорошо говоришь на русском языке, да? Спасибо. Скажи, пожалуйста, как у вас в Китае отмечают Новый год?
Обычно я с папой расклеиваем бальные бумажные надписи. Вы расклеиваете с папой Надписи. надписи Бумажные. бумажные, да? Это такая традиция. И что вы там пишете? Пишите богатые и счастье. Пожелания Пожелания счастья, богатства. богатства обязательно. Как здорово, хорошо. А с друзьями как ты отмечаешь Новый год? Но с друзьями мы обычно вместе готовим пельмени. Пельмени делаете? Да. С друзьями? Да. А у нас все наоборот обычно, да? Хорошо. И что еще делаете? Вы куда-то ездите, может быть, гуляете? Или все это дома празднуете? В дома оставляете. Дома. Семейный праздник, Да, семейный. семейный. Хорошо, но ты была на Новый год здесь, в Якутске. Да. Как тебе русский Новый год? Я думаю, интересно. Интересно? Скажи, пожалуйста, что запомнилось больше всего вот про русский Новый год? У меня, я думаю, йога очень много. Елок много? Да, да. И Дед Мороз я очень люблю. Деда Мороза полюбила? Да. Хорошо. А есть то, что тебя шокировало на Новый год в России? Вот прям полный шок. Есть такое? Снег. Снег, да? Да. Ну, И действительно. еще это салат оливье. Оливье шокировал тебя, да? Я, наверное, думаю, ей, наверное, понравился он, а не шокировал больше, да, но запомнился ей салат оливье. Ну что, Мария, сегодня мы вас пригласили не просто так, да, помимо того, что вы помогаете нам с переводом, мы хотели бы с вами вот познакомиться с чайной церемонией, и вы нам подробно расскажете об этом. Ну, чайная церемония, она вообще вот изначально она появилась в Китае вообще тысячи лет назад, да, очень давно, вот, и получается первыми китайцы открыли чай, да, то есть чай имеет там разных сортов, бывает разных сортов, там зеленый, черный, белый, даже красный есть, да, но особой популярностью пользуется, конечно же, зеленый чай, который имеет очень много полезных свойств, получается, да, для здоровья человека. Даже женщины умываются зеленым чаем. Да вы что? Да. В косметологии Да, можно в косметологии тоже это применяется, да. Допустим, чай пуэр, да, он для похудения даже. Вот так вот. Да, То так есть что зеленым свойств чаем, мне полезных. кажется, можно уже взять на заметочку тогда умываться. Да. И, ну а все-таки, если касается вот церемонии, она носит все-таки такой более бытовой характер, да, или все-таки это более такой священный у них обряд? Ну, конечно, да, это более такой вот, имеет такой вот ритуальный, да, характер, да, потому что все-таки эта церемония, она появилась вообще очень давно, да, вообще в Древнем Китае, да, и все это вот принесли, получается, вот народ Китая принес вот до сегодняшних дней, получается, да, и вообще сама церемония, она очень так вот в чайном домике проходит, да, вот там соблюдаются все ритуалы, там, да, то есть человек должен прийти в этот чайный домик вообще уже со спокойной душой, расслабленный, успокоенный, то есть он все свои житейские проблемы должен оставить за собой, да, он заходит туда и погружается в мир вот чайной культуры, да, и мастер, он начинает уже рассказывать, они обсуждают какие-то очень такие философские темы. В этом плане японская чайная культура, да, она очень много переняла из китайцев, ну, из китайской вот чайной культуры, да, и они в какой-то мере, они схожи, конечно, да, но именно китайская чайная церемония является как бы основополагающей вообще в Азии, да, и вот таким образом вот представлена утварь, да, то есть это поднос Переходим такой, уже да, к да, самому переходим, главному, да, да? к самому главному. Получается вот такой вот поднос бамбуковый, да, он тоже бывает, даже из камня бывает такой поднос, да, то есть из разных там сортов дерева, да, но бамбук самый популярный, самый такой вот бюджетный вариант для китайцев, вот, и получается здесь, С чего да, начинается вообще все, да? ну, начинается с того, что вообще сначала кипятком, да, все промывается. То есть полностью все промывают. Ну, Вода попадает вот сюда, да, вот тут у нас сетка, сеточка, если решеточка, видно, да, да, решетка? ага, да, решетка, и есть поддон, да, то есть полностью мастер начинает с того, что все промыть. да, промывает, очищает все чашки там, да, и полностью обливает все кипятком. А мы это будем сейчас делать или нет? Это можем делать, да. Да? Это Ой, можем давайте. показать. Да, ну, Да. кто скажет? Я? Давай, Ага. показывай. Начинаем тогда. Вот так поклониться надо, да? Да.
Вот. И ну, что входит, да, вообще вот в набор, да, именно в чайный набор. Есть чайник для кипятка, да, есть чайник маленький чайник для разливания чая, вот маленький чайник. Есть такая специальная посуда большая, да, здесь, ну, промывают, либо какие отходы, да, могут сюда вылить. Есть чашечки, пиалы, да, специально для распития уже чая, да. И вот такой вот получается такое сито, вот тут вот вы видите, Куда да? сейчас наливают, Да, да? куда сейчас, вот сейчас все промывают. Вот там у нас сито, да, и получается несколько этапов вообще заваривания чая, да, то есть сначала зеленый чай промывают кипятком тоже, сам чай. Да? Саму Да. эту травку, Да, очищают от пыли, от разных вот, да, то есть поэтому есть у нас сито, вот тут вот, можете поближе, может быть, показать, вот сито у нас, вот оно, да, вот такое вот маленькое сито. Очень интересно тут все, Да. да? И- Я вот так старается, Да, смотрите. и получается вот Она первый раз промывает сейчас. промывает, вообще все промывает, во второй раз тоже, в принципе, да, тоже там, ну, как бы итоговые, да, Кстати говоря, промывания для идут. многих, многих, наверное, вот такой поднос был бы даже в быту полезен. Да, Вот пролила, да, да, да. еще все, ничего терять не надо, все уходит туда в поддон. Вообще очень практично. Да. Я просто представила, как я завариваю чай дома, у меня обычно там хаос полнейший. А вот я бы хотела спросить Ольги. Ольга, а скажите, пожалуйста, вот традиционной, да, вот этой методики или, как сказать, приготовления, да, чая владеет каждый китаец? Или все-таки сейчас современные китайцы не такие, как наша Яо, и они как-то, ну, немножечко подзабыли это? Или все-таки вот прям настоящий китаец должен знать вот эту чайную церемонию? Мне кажется, все-таки молодежь, она все равно идет по стопам своих предков. И мне кажется, вот наш, как бы я, например, тоже, да, студентка, как бы родом из Китая, но она проводит ее. Мне кажется, при желании может любой китаец провести такую чайную церемонию. Это такое таинство, в которое как бы погружаются все. Получается? И вообще вот культуру там, да, вот они изучают именно со школьных скамей, поэтому, в принципе, они знают об этом, да, молодежь. Но есть такая тенденция, что сейчас молодежь от этого отходит, да, что они больше там пьют кофе там, да, в кафешках, либо там пьют какие-то газированные напитки, да, модные, но это уже как бы тенденция просто времени, да, но они все равно знают свои истоки и свою культуру тоже знают. Ну, то есть вот сейчас я у нас омыла всю посуду кипяточком, она у нас, значит, уже заварила, да, первый раз. Нет, это все потом выливается. Это всё вот- опять надо Да. вновь по пиалам? Да, получается, вот 2 раза промывают, и 3-й раз уже пьют зеленый Вот чай. так. Второй вот. раз промытие идет уже с чаем, да? Да, тоже, да, все Вот так чаем вот тоже зелёный. омывают. А так, получается, чай пуэр, да, или же там чай улонг, да, который есть молочный чай, говорят, да, их до 16 раз могут заварить. До 16 раз Да. заваривать вот так чай? Да. С ума сойти, да? А вот можно вопрос, Яо? А вы когда вот за чайную церемонию проводите, вы молчите или говорите? Молчать. Молчать надо? 16 раз заваривать и молчать все это время? Нет, ну, в церемонии, конечно, такое не бывает, да, но в практике, видимо, такое есть. Да, об этом говорят и в форумах, да, когда вот читаешь, ну, Вот интересное про чайную Вообще культуру. полное, да, различие с русским чаепитием, где кричат, поют, веселятся, да, Потому шум, что да. сначала чайные листки, они раскрываются. То есть сначала Время промываешь, надо дать, потом да? начинают эти листки раскрываться, смягчаться, потом только вот раскрывается их настоящий вкус, да, и аромат. А вот я бы хотела Яу спросить. Ну, коли мы не у вас в Китае, а здесь в России, мы можем поговорить, да, я думаю. Яо, скажи, пожалуйста, как тебе вообще учеба в Северо-Восточном федеральном университете? Нравится учиться? Да, да, мне нравится. А скажи, сложно? Да, сложно. Сложно? Экономика очень сложная. Экономика сложная? Да ты что? А самый легкий предмет какой? Русский язык. Русский язык тебе легко Но дается, да? еще литература. Литература? Русская литература я люблю. Русскую литературу любишь? А какое произведение самое любимое? Пушкина. Пушкина любишь? О, какая Всё в мире молодец, да? любят Пушкина, Да, все любят Пушкина, да, китайцы. Отлично. Еще Вот Чехов. Чехов нравится тебе? Да ты что, какая умничка, а? Молодец какая. А будущая твоя профессия, кем ты будешь? Степана Лидия Михайловна.
Нет, Нет, профессия. маркетолог. Маркетолог будет она? И ты хочешь работать в России или в Китае? Я хочу в Китай. В Китае хочешь работать. Хорошо, молодец. Отлично. Ну вот мы смотрим сейчас, да, она омывает чайничек, опять же, из 8 этих пиал уже заваренным, да, настоем таким, омыла чайничек, все вот так протер. Ой, ну этому реально нужно учиться, да, по-моему? Это Прям. целое искусство, это очень интересно на самом-то деле, да. Вот говорят, в Китае ничего уже не интересного уже нет, говорят, да, по сравнению там с Японией, скорее там все очень популярно, ярко, красочно, да. Но Китай все-таки имеет такие вот фундаментальные именно традиции свои, да, которых, ну, эти традиции переняли очень много азиатов, так что у Очень них интересно. богатая культура, многогранная. Это уже финальная часть или Да. еще раз мы будем? Это уже финальная часть. Ага. Хорошо, а вот такой вопрос. У нас вот в России принято с чаепитием, да, там, допустим, пряники, конфеты, варенье, мед доставать. А у вас с чаем принято что-то, вот, допустим, прикусывать или только чай? Только чай. Только чай. Никаких конфет, никаких, да? Да, да, Только не чай. Вот так вот. Ну, действительно, если так долго весь процесс идет, да, не хочется все это потом превратить, да, просто вот так в Да, застолье. потому что очень долгий такой процесс. Подготовка, да. Подготовка. И каждый раз, вот с каждым разом чай имеет уже свой, ну, как отличается, вкус Это чая еще и, отличается. по-моему, некий такой сеанс психотерапии немножечко, да? Да, Вот конечно, смотришь да. и прямо уже как-то Да. хочется как-то уединиться от всех бед и хлопот, и все позади. А это что происходит вот сейчас? Это вот маленькие подставочки. подставочки для того, чтобы преподнести гостям. Вот так вот, да? Смотрите, как она все аккуратно, нежно делает. У нее прям даже Да. вот ручки так пластично, все очень красиво. Да, в этом вот вся, получается, суть, получается, да, чайной церемонии. Все, мы можем попробовать, да? Да, можете попробовать. Ой, как интересно. Ой, интересно как. Ну что, пробуем? Мгм. Как правильно, как-то надо тоже пробовать или нет? Не, ну Просто. как, ага, ничего такого. Надо, наверное, нет. подумать о Да. хорошем о чем-то. мне Это у японцев есть, да, что вот там нужно переворачивать чашку, да, в свою сторону. Ой, ну спасибо, Яо. Спасибо большое. Очень. Пожалуйста. Прям очень вкусно и так своеобразно. Ну, прям зеленый чай. Такой даже крепкий, да? Бодрящий. Такой бодрящий. И проснуться можно легко и просто на нашем утреннем эфире благодаря Яо. Очень Спасибо большое. Вот обратите внимание еще все-таки раз, дорогие телезрители, на вот то, что сейчас происходило в нашей студии. Интересная вообще культура. И интересно разговаривать на эту тему. И действительно, для многих, наверное, жителей республики это все-таки диковинка такая, да, интересная, но очень, мне кажется, полезная. И увлекаться этим не только как бы полезно для расширения своего кругозора, да, но еще же, видите, оздоровительный характер носит, да, если правильно пить чай, и здоровье будет хорошее. Вот как у нашей Яо, да? Яо, передай привет нашим всем жителям Якутска, поздравь их с Восточным Новым годом. С Новым годом. С Новым годом! Молодец! Что пожелаешь что-нибудь? Что пожелаешь? Желаю вам счастья, здоровья и успехов. Молодец! А теперь по-китайски давай, дорогая моя. 新年快乐，祝你们一帆风顺，万事如意。 Вот так вот. Все, коротко и ясно. Ну что, спасибо, дорогие гости, что пришли к нам сегодня на утренний эфир, поделились с нами вот такой интересной культурой. И, конечно же, ждем всех 25 числа и празднуем Восточный Новый год у нас в Якутске. Ну что, вот так вот мы окунулись в мир восточной культуры. И действительно, ведь такое увлечение, как культура разных стран, приносит не только удовольствие, а действительно можно же получить еще и интеллектуальные знания. Вот как сегодня я, например, узнала, как проводится чайная церемония. И это здорово. Ну а сейчас мы поговорим о судьбе одной женщины, для которой работа стала не просто работой, а стала смыслом всей ее жизни. И для этого в студию мы приглашаем Валентину Михайловну Кузьмину. Валентина Михайловна, проходите, пожалуйста, присаживайтесь к нам. Добро пожаловать в город женщин, проходите. Знакомьтесь, дорогие телезрители, Валентина Михайловна у нас является врачом-гомеопатом, а также она у нас иридолог. Для многих, наверное, непонятно, что это, да? Но об этом мы поговорим чуть позже. Валентина Михайловна, расскажите, пожалуйста, вообще о том, как вы выбрали профессию врача и сколько лет вы работаете в этой сфере?
Я работаю больше 40 лет в медицине, и не только в медицине, но и в психотерапии. А выбрала я в 6 лет, наверное, когда в Алекумском районе село Иньях, моя родная деревня. Нам приезжали фельдшера, такие красивые. Тогда, в 60-е годы, 50-е годы, приезжали с России. Русские, для нас русские, красивые девушки. Вот. И они помогали, помогали нам, вообще деревне, это было вообще здорово. Но первый раз, когда я поранила руку и мне зашивали ее, я поняла, что я буду тоже врачом. Тоже хочу быть такой красивой, да, и ездить и Да, помогать людям, вот да? там-то и дело. Вот так вот. А где вы получали образование, да, и все-таки были ли в вашей семье медики, или вы были первые, кто начал этот путь? Ну, в родной семье родительской медиков нет. А вообще медики, конечно, есть. У меня тетя Галина Петровна Кузьмина, она фельдшер, потом еще моя тетя одна фармацевт, Лидия Петровна Кузьмина. Так что есть медики. А в медицину вообще так вот прямо сказал мне мой отец, потому что он, будучи тем, мечтал быть врачом, но война не дала возможности, он ушел на фронт, и поэтому, когда пришел с фронта, не смог. Там у него большая семья, он помогал своим сестрам и братьям, их было 7 человек. И поэтому его мечта хотелось, чтобы он говорит, спрашивает меня, что вот, ну, Валентина, ты куда собираешься? Это в 10 классе. Я говорю, я так вообще-то говоря, точно не знаю. Он сначала мне сказал, что я стюардессой была. Я говорю, а почему? Он говорит, ты у меня красивая. Иди в стюардессу, да? Да, А вы я сказали, говорю- нет, я хочу быть красивым медиком. Я говорю, вы что? Я была удивлена, потому что я никогда себя красиво не считала. А потом он серьезно сказал, да, я хотел бы врачом быть, и мама подтвердила тоже, потому что у мамы болели суставы, она хотела, чтобы у нее был свой собственный медик. Но мы забегая вперед, хотелось бы отметить, что ваши дети пошли по вашим стопам, правильно? И выбрали Да. профессию врача. У меня сейчас сын младший, Владислав, он в медцентре работает, кстати говоря, врач высшей категории, молодой, эндоскопист, хирург. Я им горжусь как мать, конечно. Я вообще рада, тоже удивилась, что он так выбрал профессию. Я его отговаривала, потому что считаю, что врачебная профессия – это очень сложная, ей нужно отдаваться полностью. Вот так вот, да? Да. То есть вот смотрите, вы выбрали этот путь, но все-таки сына остерегали, да, от этого пути, но он пошел. У вас замечательная, и еще один есть сын, у вас 3 внуков, если не ошибаюсь, да? Да. У вас красавица дочка, да? Нет, внучка. А внучка это такая большая, вот мы сейчас Красавица видели, внучка, да, да, и внучка. То есть у вас такая очень большая семья. Но главная ваша поддержка и опора – это ваш любящий супруг. Да. Вот расскажите, как вы с ним познакомились и имеет ли он отношение какое-то к медицине? Мой муж Константин Иннокентьевич Протодиаконов, он не имеет к медицине как бы отношения, но он со мной всегда вместе, он помогает, потому что я занимаюсь только медицинской деятельностью, технической стороной я не занимаюсь. Вы много путешествуете с ним, да? Вот, в принципе, у вас такой активный образ жизни, вы посещаете различные страны, и везде вас сопровождает супруг. Да, мы вместе, никогда не расстаемся. У нас скоро золотая свадьба будет, и в этом году у меня у самой был юбилей. Мне довольно много лет, я уж не говорю, как говорится. Просто, может, благодаря медицине я более-менее нормально выгляжу, как говорится. Но я занимаюсь именно психосоматическими заболеваниями и для того, чтобы здоровый человек был во всех отношениях. Вот, а как занимается над собой и над своими пациентами наш гость, мы узнаем сразу после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Итак, мы продолжаем наш эфир, дорогие друзья, и напоминаю вам о том, что рядом со мной находится врач-гомеопат и иридолог, это Валентина Михайловна Кузьмина, которая уже более 30 лет, да, или 40 лет работает в медицине, и вот сейчас у нас здесь очень много таких интересных книг, пособий, но, конечно же, награды. Вот мы поговорили с вами о семье, да, о том, как выбрали в эту профессию, но давайте теперь поговорим о вашем любимом деле. Вот скажите, пожалуйста, я знаю о том, что вы много лет работали над тем, чтобы
значит, проводить профилактические работы с населениями в Северных Улусах именно по пропаганде трезвости. Вот почему именно это направление вас так озаботило и сколько лет вы отдали этому направлению? Я отдала этому времени, этой работе 40 тоже лет. Я с 20 лет начала читать лекции об профилактике алкоголизма и зависимости, потому что считала, что эта проблема в первую очередь поражает наше население. Но оказалось не только наше, но и Россия, и в мировом масштабе такое, да. И мы в 2000 году с мужем прошли курсы обучающие вместе с педагогами по методу Шичко. И тогда мой муж сказал: надо эту информацию донести до всей республики. Мы поедем в каждый поселок, донесем. И мы с ним за 21 год провели более 2000, что ли, встреч, охватив 40 тысяч человек такими бесплатными лекциями, и раздавали материал, чтобы люди узнали правду об алкоголе. По-моему, мы добились, потому что мы выходили на президента с письмом о том, что нужно ограничить торговлю алкоголя. Егор Фанатьевич откликнулся, он собрал общественную организацию, которая вот с Лыткин у нас, и министров, и тогда было решено, по-моему, в 2008 году, о том, что продажу алкоголя нужно ограничить. Это правильное решение, потому что для профилактики алкоголизма две причины имеются. Это доступность алкоголя, и вторая – это алкогольная запрограммированность с детства. И вот с этим надо благодаря вашей работе вы стали заслуженным ветераном всемирного трезвеннического движения. Представляете? То есть это такая очень достойная награда и весомая, правильно? Да, я вообще удивилась, что меня так наградили. У меня, кстати говоря, почему-то международные и российские награды, а по республике идет тонкий намек на толстые обстоятельства. Наша общественная организация, Ассоциация женщин-предпринимателей, Галина Васильевна Сафронова возглавляет, они представили меня к награде через мэрию. Ну, не знаю, может, наградят, надеюсь. Вас, значит, чтят и уважают на всероссийском международном уровне. Это тоже огромный показатель, да? Но сегодня вы врач такой частной практики, да, и вы занимаетесь таким интересным направлением, как, во-первых, диагностика по методике Фоля, и вы являетесь иридологом. Вот что же такое иридолог? Что за врач-то это такой? Иридолог – это как бы вот очень… На каждый регион, по-моему, по одному врачу только есть иридологов. Это по глазам определяется специальным прибором, чем болен, какая наследственность, какой обмен веществ. То есть по сетчатке глаза можно определить прямо это? так вот смотришь, и там все видно. Это как экран, как телевизор, кстати говоря. И это очень профилактическая медицина. То есть это профилактика. Хорошо. А что же такое вот методика Фоля диагностирования? Вот я могу показать даже вам, дорогие друзья. Вот он, это тот аппарат, который может диагностировать, да? То есть это такая нетрадиционная методика диагностирования, да, организма, заболеваний. Как проходит это все? И на фоне чего? Это на базе восточно-китайской медицины, кстати говоря, чайная церемония, да? И она разработана немецким ученым Фоле. По точкам пальцев рук определяется функциональное состояние органов. Какой орган как работает. И получается, за короткое время, 30 минут, 60 минут, определяется все органы системы, на каком уровне находятся. Тогда, получается, дается информация для человека, и человек, имея информацию, он может своим организмом уже управлять, контролировать. Это очень важно, чтобы сам человек взял здоровье в свои руки. То есть это такая экспресс-диагностика, да? Очень быстро можно узнать, какие у тебя органы работают в нормальном режиме, какие немножечко отстают, да? Да. А затем потом можно пойти и пролечиться, правильно? Да, узкому специалисту можно. А сколько лет вот этому направлению? Очень интересно. У нас в России это с 94-го года только, а так в мире это с 50-х годов. Вот так вот, да? То есть это все как акупунктура, да, практически? То есть определенные точки. Она так и называется, электроакупунктура. Вот так вот, да? И вы занимаетесь этим на территории нашей республики, да? На территории нашей республики. Для нас, кстати говоря, для республики это очень хорошо, потому что это мобильно. Можно поехать там в любой район и охватить население. Кстати, там можно даже на широкий лентец, вот сейчас проблема такая, вот рыбу едят люди, паразиты, и у нас есть специальная программа, мы прямо смотрим и назначаем. Экспресс можно сделать все население. То есть не сдавая анализы, ничего, можно вот с помощью… потом, если есть уже это, мы можем направить инфекционисту.
Ну, вот так вот, дорогие друзья, видите, век живи, век учись, да, и действительно, хотя уже много лет это, да, практикуется на территории России и за рубежом, мы, кстати говоря, ну, я, например, узнала об этом впервые, да. Вот все-таки, если подводить итог нашей беседы, да, на сегодняшний день, вот человек, который уже признан, да, на международном уровне, медик, да, проработавший более 40 лет, вот о чем вы мечтаете на сегодняшний день? Я сейчас занимаюсь психосоматическими заболеваниями, каким образом стресс влияет на здоровье, на тело человека. И я, наверное, через год-два приобрету прибор, который будет выявлять, где находится стресс, и помогать с стрессами. Поэтому я хочу, конечно, открыть бы центр такой, где можно было индивидуально и групповое помогать. Вот, потому что стресс сейчас это, наверное, самое важное у нас. Вот вначале был когда-то алкоголь, я поняла, и алкоголизмом занялась. Сейчас я думаю, что со стрессами надо заняться. Вот так вот. Вот замечательный человек, который на протяжении многих лет боролся с алкоголизмом, а сейчас переходит совершенно на новый рубеж. Это борьба со стрессом. И спасибо большое вам, Валентина Михайловна, что помогаете жителям нашей республики. И, конечно, на вашем примере можно с уверенностью сказать, что работа может быть не просто увлечением, да, а смыслом жизни. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Ну что, дорогие друзья, мы вернемся сразу после короткой паузы. Ой, раз уж мы заговорили о здоровье, следующие наши гости могут быть ярким примером того, что для здорового человека нет ничего невозможного. А почему, мы узнаем прямо сейчас. Добро пожаловать в город женщин. Встречаем. Это Николай Сафронеев и Марианна Карсанаева. Добро пожаловать. Здравствуйте. Вот, дорогие друзья, я недавно совсем побывала на 202-м микрорайоне и увидела, такую сказать, лунку. И думаю, для кого же она? Вроде бы крещенские морозы, купания, это все позади. А для кого же это лунка? Для таких людей, как наши гости. Это моржи. Вот те самые люди, которые занимаются моржеванием. И здесь вопрос, конечно же, к Николаю. Николай, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как давно моржевание вообще появилось в нашем городе и вообще в республике? Насколько это популярно? Здравствуйте. Ну, моржевание это давно, я думаю, давно. Кто-то там по отдельности, по детке занимался, там детка начиналась, по-моему, да? Да, начинались детки. Вот. А чисто вот моржеванием в холодную воду, в прорубь входить, это каждый... И в Чурапчи у нас 25 лет уже идет группе. Группе. То есть это групповые занятия у вас, да? Да, и я в Нюрбе начинал в 90-х годах. Тоже начинал вот купаться, пока лед не вставал на реке. Угу. А вот интересно, многие, наверное, думают, что закаливание и моржевание – это одно и то же. Правда ли или нет? Одно и то же, Угу. но есть, конечно, всегда какие-то нюансы. Угу. Потому что вот я по своему опыту и скажу, что когда чисто обливанием занимался, вот деткой, Обливание. да, только обливанием, без моржевания, то бывало, что иногда простужался. Когда вот грипп сезонный идет, бывало, что заболевало иногда, да, но быстро вылечивался. А вот сейчас заметил, как вот второй год мы вот с Марианной купаемся в проруби, и пока нету такого. Заболеваний нет. Нет. Вот вопрос тогда непосредственно к Марианне. Что вас-то побудило пойти и начать окунаться в прорубь? Как давно это было и кто вас вообще туда привел? Вот я слабо представляю, что вот жила себе спокойно и думаю, дай-ка попробую окунуться в прорубь. Ведь к этому, как вы к этому пришли, Марианна? Доброе утро. Мгм. Началось все с 90-х годов. 24 года я очень тяжело перенесла ветряную оспу. И 2,5 года я лечилась медициной, и оно мне не помогало. Ходила даже по экстрасенсам, народным целителям. Да вы что? Бесполезно. Тогда врачи сами мне сказали, что уже медицина бесполезна. Марианна, ищи другой способ лечения. Ага. Так как кожа вся покрылась сыпью из-за большого количества приема лекарств. И тогда мне приснился странный сон. Сам учитель Иванов Порфирий Корнеевич, основатель системы «Детка», приснился. И этот сон для меня стал знаковым. Мы быстро приехали с сестрой в город, стали искать моржей. И нашли их в ДК имени Кулаковского. Руководителем тогда была Наталья Николаевна Захарова. Она мне очень помогла, эта женщина. И благодаря этой женщине я практически выздоровела.
О, то через есть- 9 месяцев. Обливалась на улице, выходила по 5 раз в день. И вот здоровье ко мне вернулось. Да, вы что? Да. То есть для вас это было такой путь излечения, да? Да, Не пусть- профилактика, а излечение. Да, и путь излечения. Да. Ну и на сегодняшний день как часто вы окунаетесь? В 2016 году мне хотелось еще больше экстрима. Я поехала в Чуравчу, встретилась с Дорофеем Афанасием Дмитриевичем. Он руководитель группы Чебдик, маршрует 25 лет. В феврале у них исполнится 25 лет как раз. И они мне научили окунаться в прорубь в феврале месяце. Мне То есть так до этого вы понравилось. обливались Да, просто обливалась я. Ага, а здесь окунаться стали? Я начала попробовала, мне понравилось, и с тех пор я купаюсь в проруби каждый день. Каждый день? Каждый день. С Николаем Николаевичем ходим, То есть вы с утра или когда это, вечернее время? Как? утром идем. Утром. Во сколько вы встаете? В 8:30 там уже. В 8:30 там окунулись, окунаемся. а потом идете работать еще. Да, кто куда. Вот так вот, да? С ума сойти, да? Вы обратите внимание, мы сейчас видим фотографии счастливых людей, да? Даже минус 50 ходите, вот Да, честно? минус 50 ходили, даже минус 52 ходили. Минус 52 ходили. То есть вы там, а как проходит этот процесс? Я просто вот слабо представляю. Одно дело, когда вот в купели, да, когда здесь накрыто все, да, а другое дело вот так вот. Может быть, про Николай расскажет про это чуть больше, да? Как вот, то есть пришла, сняла одежду, окунулась, вытерла, все, и опять оделась и пошла? Там мы даже не вытираемся, мы вытираем только голову, волосы. Мгм. И то волосы сразу обледеняются, лед, просто вытряхиваешь все это, вот. А тело, оно само высыхает сразу, Да вы очень что? быстро. И потом И спокойно одели одежду? надо быстро одеваться. Да. Просто чем холоднее, тем быстрее одеваться. Мгм. А вы сами тоже каждый день ныряете? Ну, прорубь-то и прокалывать приходится мне. Да, вот наши уже тут сотрудники заметили, что цвет лица у вас потрясающий, розовые щечки, да, такие все прям розовенькие, сразу видно, человек здоровый, да. Так, ну что, интересная, конечно, тема для обсуждения. Мы сейчас должны будем прерваться на рекламную паузу, ну а позже хотелось бы узнать вот прямо, как подготовиться к этому, как к этому прийти. И самое главное, какие плюсы, минусы и показания, и противопоказания. Хорошо? Ну что, дорогие друзья, прерываемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Мы говорим сегодня об увлечениях, про хобби, то, что делает человека счастливее, то, что приносит здоровье и, конечно же, радость и счастье. Итак, мы продолжаем наш эфир, и сегодня мы говорим об увлечениях, хобби, которые приносят счастье, радость, удовольствие и, знаете, вот прям любовь их к жизни. И рядом со мной находятся Николай Сафронеев и Марьяна Карсанаева. Это те люди, которые в минус 52, это была максимальная температура, ныряют, окунаются в прорубь и делают это каждый день. Вот так вот. Ну и давайте все-таки вернемся к обсуждению этой интересной темы. Расскажите, пожалуйста, все-таки, какие противопоказания есть у людей? Потому что сейчас многие телезрители, наверное, думают, ну раз они могут, мы тоже побежим. Все-таки противопоказания существуют. Какие? Конечно, не советовал бы сразу идти в прорубь. Надо себя готовить с лета. Потому что когда начинаешь с лета, постепенно тело само привыкает. То есть обливание нужно? Это первое. Не, купаешься купаешься. на речке и постоянно каждый день, и так пока лед не встанет на реке. Вот так вот. Да. То есть нужно потихонечку, Постепенно. Еще какие-то противопоказания есть? Ну и, конечно, те, кто с хроническими болезнями, там, ну, сердце, там, варикозное расширение, вот это надо, конечно, пролечиться сначала, там, почки тоже, вот, тоже опасно. Да. Все понятно. То есть более здоровый такой, прийти есть- к здоровому состоянию, и после этого уже начинать. Бежать туда больным не советуют, да? С лета вот под наблюдением врачей. Под наблюдением врача. Хорошо, отлично. А вот такой вопрос, Марьяна. А все-таки в летний период-то вы как купаетесь-то где? Но летом я редко купаюсь, я обливаюсь больше в ванной. А вот именно зимний период я больше купаюсь. Вот так каждый вот. день. Человек, который купается больше зимой, нежели летом, да? Да. И такое бывает. Нет, а не бывает, дома душ прям ледяной. Да, ледяной принимаю летом. Ну, какая вода идет, то и принимаю. Какая у вас экономия на горячей воде дома, наверное, да? Замечательно. Все-таки, и вот теперь плюсы. Назовите 3 плюса вот окунания в ледяную воду. 3 плюса. Ну, первое, это эндорфины, вот эти, очень так
называется как радость, да? Радость, вот счастье. это эндорфин, да, эндорфины счастья, вот это. Потом здоровье, потому что иммунная система очень быстро начинает работать, сильно работать, пробуждается. Вот. И много энергии. Энергия. Очень энергии приходит. Добавлять. Очень много. А вот еще на скидку вопрос один. Слышала такое, что моржи должны быть все такие полненькие, чтобы потеплее было. Или это обман? Это не зависит от того, насколько ты воспринимаешь эту ледяную воду? Не, вот я у врачей слышал, что есть вот такое, что бурый жир называется. Ага. У человека начинает, когда вырабатывается вот этот бурый жир, который был в младенчестве. Вот так вот. Вот еще и такое есть. Ну, в общем, дорогие друзья, если вдруг вы отважитесь на это дело, обязательно проконсультируйтесь у врача. Ну и, конечно, если это понравится вам и принесет вам пользу, мы будем только рады. Спасибо большое, что посетили наш эфир сегодня. Всего вам самого наилучшего и, конечно же, как можно больше здоровья, бодрости, энергии. Ну и хотела сказать до встречи на 202-м, но я, к сожалению, на это не отважусь. Спасибо большое. Ну что, дорогие друзья, прямо сейчас для вас наши корреспонденты подготовили сюжет. Что же такое азиатский стиль? Азиатский стиль, можно сказать, атаковал в 2019-м гардеробы модниц. В этом году он немного подутих, но актуальности не потерял. Еще в 18 веке во Франции появилось модное течение, именуемое шинуазри. В моде было все так или иначе связанное с Азией. Фарфоровая посуда, шелковые веера, ткани с вышивкой и многое другое. Большой популярностью пользовались шелковые и набивные хлопковые ткани, которые привозили из азиатских стран. Женщины заказывали портнихам наряды своим кроем, напоминающие кимоно. Это были не только домашние туалеты, но и вечерние платья или, например, пальто. Прошло много лет, но элементы азиатского стиля мы продолжаем видеть на подиумах и обложках журналов. Сам народный стиль зародился очень давно, ну а в массы вышел примерно в 60-е годы, когда дизайнеры заинтересовались Востоком и решили позаимствовать некие детали традиционных народных костюмов. Так миру и предстал этот замечательный, яркий и незабываемый стиль. Он объединяет культуру и традиции многих народов, поэтому сложновато дать четкое определение этому модному течению. Но есть и общие черты, характерные только для одежды в данном направлении. В первую очередь это, конечно же, ткани, такие как шелк, бархат, парча и атлас, материалы безумной красоты, из которых получаются завораживающие наряды. Цветовая палитра у данного стиля чаще всего яркая. Это красный, желтый, зеленый и бирюзовый. Сейчас же можно увидеть и сдержанные, однотонные модели, которые очень легко приспособить в свой повседневный гардероб. Большой интерес вызывает также рисунок тканей. Как правило, это экзотические цветы, птицы, драконы, восточные орнаменты. В качестве декора широко используется вышивка золотыми нитями и кисточками. Одежда в азиатском стиле мягко подчеркивает женственность. Она не откровенна, в ней отсутствуют глубокие вырезы и короткая длина. Обычно это закрытые наряды простого кроя с запахом вместо пуговиц. Одежда азиатского стиля укутывает женскую фигуру в бесконечные метры ткани, пряча от глаз все то, что итальянские модельеры так любят выставлять на показ. Такой подход к созданию одежды созвучен со спортивным стилем. Комфорт во главе угла. Благодаря азиатскому стилю, который был на пике популярности не один год, появилась в какой-то степени и новая концепция женственности, без кричащей сексуальности. Более завуалированное использование азиатского стиля может угадываться в деталях, тех же китайских воротниках-стойках и воздушных петлях, японских рукавах кимоно и не только. Азия загадочна и многогранна. Неудивительно, что вдохновляет многих дизайнеров. Действительно, после этого сюжета можно сказать, что Азия вдохновляет многих дизайнеров.
А республика наша, а самое главное ее природа, вершины и хребты, очень сильно вдохновляют вот эту замечательную героиню. Обратите внимание, это она и есть. Хочу представить, зовут ее Сарглана Михайлова. Вот это она. Ну, это, конечно же, и такая куколка, кукольный образ. А вживую с нами сегодня Сарглана Михайловна. Это у нас экстремальная туристка, которая покоряет вершины гор на территории нашей республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Сарглана, у вас очень интересное увлечение. Вот поподробнее об этом. Почему вдруг решили вы вдруг покорять хребты, горы? Ну, это занятие, хобби. Где-то с 2014 года. Первый раз я пошла в поход, потому что увидела ну, такое живописное объявление в интернете, что вот у нас на территории Якутии возможно поехать на север, сплавы, с рюкзаком пройти. И как-то меня это так все вдохновило, воодушевило. Я подумала, слабо ли мне? Вот, ну, собралась. Испытать себя решили. Да. Долгие были сборы, потому что это снаряжение нужно было купить рюкзак, ботинки, специальную одежду какую-то, 3 палки. Вот. И пошла в горы. И меня это затянуло. Первый поход был очень сложный, но он, вот сегодня говорили о здоровье, помог мне в психологическом плане справиться с какими-то комплексами, может быть, да, что-то самой себе, может быть, доказать. Вот так вот. То есть поход в горы помог вам побороться с комплексами? Да, это как психологическое лекарство вот для многих, кто занимается, например, туризмом, да, потому что ты находишься наедине с природой, раскрываешь какие-то свои внутренние силы, о которых в обычной жизни, может быть, даже и не предполагаешь. Потому что всегда это же стихия, погодные условия, холод, жара, препятствия, подъемы, высота. Это все не просто так же. Человек, который силен духом, он может преодолеть эти преграды. Вот так вот, интересно. И вы все-таки пока только изведуете территорию республики, правильно? Ну, я как все люди езжу, конечно, отдыхать. Нет, вот в отпуск. именно касаемо вот туризма. именно по туризму, пеший туризм, да, конечно же, территория Якутии. У нас Якутия же очень многогранна, наверное, жизни не хватит, чтобы обойти. Вы даже побывали вот на таких водопадах. Обратите внимание, это же на территории Якутии. Где эти водопады? Да, я не предполагала раньше, что у нас есть водопады. Это в основном территория Миконского, Тампонского, Момского района. Есть вообще очень красивые места, вот мы сейчас да, и видим. горы, и водопады, и речки. Там такая просто уникальная, завораживающая природа. Хочется любоваться, и поэтому каждый год езжу. Обязательно, без этого просто уже не представляю свою Ну, жизнь. все-таки мы сегодня вас представляем как покорительницу вершин. Вот какие вершины-то мы уже покорили? Ну, все начиналось с небольших вершин, конечно же. В 2014 году мы, 7 девушек нас было, мы как бы взошли на вершину, она была небольшая, около 2000 метров, и она была без названия. Ну, потому что у нас очень много гор, и те вершины, которые ниже 2000 метров, у них даже названий нет. Поэтому мы назвали ее Малгроя из первых букв наших имен. Вот. Ну и в этом году, в 2019 летом, мы тоже с группой девушек. Одни девушки? Да, у нас был только инструктор мужчина, Вячеслав Местников, И а вот так такие группа девчонки женская. пошли Да. такие, да? Мы где-то в течение 10 дней шли только до Мусхаи, потому что у нас нет подъездов обычно, на машине к горам не подъехать. Все на себе, 10 дней с рюкзаком. 10 дней пешего похода, Да, чтобы да. потом еще подняться в гору на Мусхая? Да. А подъем сколько занял у вас? Подъем занял где-то 3-4 часа. На вершине мы были где-то к обеду, и после обеда начали спуск. Ну, надо сказать, что высота Мусхаи – это вторая вершина Якутии по высоте, почти 3000 метров. То есть это трехтысячник уже Практически, такой, да. Ага. С ума сойти. Выше только Победа, на Вот 3 с так вот. копейками. И Да. победа у вас впереди. Ну, возможно. Ну вот тогда вопрос. Все-таки чего вам в жизни-то не хватало, да, вот что вы решили заняться таким нелегким увлечением и физически, и морально? Но я вот тоже об этом думала. Вот у меня папа геолог, и вот он, когда я в детстве была, ждала его, он возвращался с походов, экспедиций геологических. Я помню этот рюкзак, этот запах, кедровый сланик он нам привозил, шишки, и как-то камни привозил. И во мне, видать, это все осталось. И
Ну, сейчас... То есть папа вас подвиг на это дело, да? Но вот обратите внимание, дорогие телезрители, сейчас вы видите фотографии, которые сделаны были относительно недавно, Да. потому что у нас есть группа вот таких девушек, единомышленников, которые каждые выходные устраивают пешие проходы. У нас осталось буквально 30 секунд. Расскажите, как можно к вам присоединиться и что вы покоряете-то, какие вершины здесь рядом? Да, у нас очень много таких людей. Есть группа в социальных сетях. Да, можно присоединиться, там очень много, около 200 человек, может быть, даже больше. И все время вот так вот ходим. Ходим. В выходные вокруг города очень много маршрутов. У нас же в долине Тыма, да, от Табагинского до Кангаласского мыса столько простора, можно ходить, не переходить по собственному. Спасибо большое. Ну что, дорогие друзья, на этом время нашего эфира подходит к концу. Если вдруг вы не знаете, чем заняться в эти выходные, вперед на пешую прогулку вокруг нашего города. Ну что, занимайтесь здоровьем, найдите свое увлечение и, конечно же, смотрите «Город женщин». До новых встреч!